Okay, this is a clip that was sent to me by a friend who knows I am a fan of Dimash, but it's been sitting in my watch list for a while. This takes place, I believe, at some point between the Barclays Center, New York concert and the very spectacular Ice Arena Igor celebration. So somewhere in that October, November 2019 range on there. She did tell me that during the ending of it, the performance portion, there were some audio issues. So she um, recommended that maybe cut on that, but I will kind of play it by ear when we get to that portion. Yeah, his voice may overcome the audio, but I also wanted to just let people know I'm trying to find artists. Dimash will always be near the top of my list, but I'm trying to find artists from around the world that are not in the mainstream but are popular in their home countries that I can listen to. So I put the link to my sounding board email in the channel description, and feel free to email me with suggestions on artists that I could look into, as well as movies, books, any other topics than that. You can use that uh, email to get some information to me. But I'm going to go ahead and play this, and let's go. Наконец, распробовали на Западе. Ну, или просто там так много русских, что для наших артистов уже давно нет этой границы. Как это было и с чем связан такой оглушительный успех? Давайте спросим у непосредственных участников событий. Игорь Крутой и Димаш в прямом эфире в студии Центрального телевидения. Димаш, ну, ты уже бывал у нас в гостях, и мы рассказывали про, на самом деле, твой невероятный успех, про то, как сходят с ума фанаты по всему миру, как в твою честь называют детей уже. А ответь мне на вопрос, улицу в твоем родном городе еще не назвали твоим именем? Еще рано, надо еще заслужить. А мне кажется, самое время, и думаю, что в ближайшее время это произойдет. Но что меня в последнее время поразило больше всего? Вот этот ролик, покажите нам его. Кто-то из фанатов тайком снял на мобильник, как Димаш идет и ест грушу. Да, вот мы видим этот ролик. У этого видео, внимание, 250 миллионов просмотров. Не пойми меня неправильно, у меня есть небольшая просьба. Отдайте мне, где? Давайте. Можешь даже не есть, просто можешь подержать эту корзину. Тебе ведь скоро петь, поэтому есть ничего не надо. Мы выложим это видео крупно, снимите его, пожалуйста, в сеть, и завтра в интернете будет новая сенсация, надеюсь, с хэштегом «Центральное телевидение». Ну, тут груши нету. Да. Конечно, у вас юбилейные концерты, поэтому не устаю вас поздравлять. 65-летие. Скажите мне, пожалуйста, концерт в Нью-Йорке, он как раз вот из серии ваших юбилейных, я так понимаю, Нью-Йорк был выбран не случайно, ведь этот город, как мы теперь знаем, это город, где спасли вашу жизнь. Вот можно коротко о личном, как это было? Это было 19 лет назад, и... I'm going to pause it for a moment because I just had this little flash thought. The upcoming concert, if I remember correctly from the videos, I believe this is the one where they have the ice skaters on there. And correct me if I'm wrong, but somebody told me that Kratoi means cool. So I think it's kind of appropriate that his celebration concert is one that has performances on ice. Just my thought. Я согласился на эту операцию. Конечно, меня обманывали, сказали, ну, это как аппендицит, но на самом деле знали, что это не просто. И 12 часов наркоза было. Но они мне не сказали, насколько это опасно. Но когда я пришел к профессору на консультацию после этого, к другому профессору, тот сказал, а кто вас заставил оперироваться? Я говорю, ну, такой-то, такой-то, профессор Пахтер. Говорит, ну, вы ему, говорит, должны сказать огромное спасибо, потому что если бы не он,
то мне не с кем было разговаривать. И сейчас, будучи в Нью-Йорке, мы пошли поужинать. Да, вот мы, это он, да? Да. И он подтвердил это, говорит: да, Игорь, если бы ты не согласился на операцию, то было бы туго. Ну, поэтому вот эти 19 лет, которые мне удалось украсть. Супер. Но, вы знаете, я про концерт хочу сказать тем, кому не довелось своими глазами увидеть грандиозный концерт в Нью-Йорке, не стоит отчаиваться. 3 ноября, то есть уже завтра на стадионе ВТБ-арена, грандиозное шоу, правильно, с участием мировых звезд музыки и фигурного катания. Во-первых, почему Ледовый дворец, почему фигурное катание? Димаш случайно на коньки там не станет? Нет? Димаш, как Димаш, но Лара Фабиан, по-моему, тут дело, да? Круто. Ну, да, это действительно так. На сцене будут великие певцы, а в зале на льду самые замечательные фигуристы, олимпийские чемпионы мира будут танцевать в постановке Ильи Авербуха, специально поставленные танцы на мою музыку. Круто. Ну, еще хочу спросить, вы знаете, о вашей жизни, личной жизни теперь стало известно как-то больше, ведь вы завели... В каком смысле? Ну, в разном смысле. Потому что вы завели, как и многие другие люди, Инстаграм. Покажите нам кадры, кстати, вот из этого Инстаграма. Да, вот мы видим. Вы с дочкой в Америке. His wife lives in New Скажите, вы сами York ведете for этот most of Инстаграм? the И year. нет She has еще a business зависимости, there, как у Ольги Бузовой, знаете, которая где не появляется, везде себя снимает. a long Значит, distance ввиду сам relationship. зависимость появилась, потому что только открываю глаза, первым делом включаю и смотрю, кто-то там. Кто что пишет? Да. Отлично. Ну и последнее, перед важным моментом в нашей программе. Димаш, знаешь, ходят легенды, что твой голос разбивает не только сердца, и то тебя на самом деле часто вот этим тупыми просьбами пытают. А бокал слабо, типа голосом разбить. Мы сейчас расставим все точки над «и». Мучить тебя долго не будем. Просить голосом разбить бокал не будем. Знаешь, Можно я отойду, чтобы не рисковать? да, вот, кстати, вы отойдите. Перед этой игрой я хочу сказать, что я бокал на самом деле не могу разбить голосом, но давать концерты с удовольствием, и я хочу воспользоваться моментом и сказать, что у меня скоро состоится тур по России, по Европе и концерт в Америке. Приходите, следите за моим инстаграмом тоже. Димаш, певцу уже такого уровня не надо и нельзя прибедняться. Поэтому можешь сейчас просто ничего не делать, а посмотреть в сторону вот этой камеры. Вы поняли? Невероятно. Вот. Но на самом деле, вы знаете, все замечательно. Снайпер, никакого сомнения. На самом деле секрет прост. Очень хорошо, когда композитор владеет самыми разными инструментами. За его спиной всегда легко. Друзья, мы должны прерваться на несколько минут. Никуда не уходите. Самое невероятное еще впереди. И, конечно же, мы не отпустим Димаша без сенсации. Дождитесь. Уже покорил Америку, Европу и Азию. Поклонники называют его принц Ди или просто ангел. Димаш Кудайберген, Игорь Крутой, их новая песня, которую вы услышите первыми. I feel for the performer up front. The one paying attention to her is going to be the camera. Everybody else is going to be paying attention to Dimash. Убегаем от себя. Я слышу шорох и шаги. Нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли. Лечу. Знай,
Мои чувства бьют набат. Я ищу горящий взгляд. Невозможно описать твой взгляд. Знай, о любви далекие. Okay, I paused it because, as she said, the sound got kind of garbled on there and it was hard to hear. But it's a song that we all knew and we know how well he sings it. But to finish out the time, I found this one on my list, so I'm going to bump it up. This is a little bit of a humorous skit between the two. So I'm just going to let this one play out for us. And as I said, I've got the sounding board email address on there. Check it out. Leave me links to artists that you like. Bella donna è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo. Donna bella mare, credere, cantare, dammi il momento che mi piaci più. Una complimento. Oh Sacramento, Sacramento, Sacramento. Mare bella donna, стоп, еще раз. Ai che ti amo, senti прямо, еще раз. Che mi piace più. Шикарно. Просто пой, Димаш. Идеально. Это остается. Вот это все у нас уходит сюда. Так, давай невидимочки еще. Они там очень высоко держали. Комично, комично. Да-да. Чуть повыше? Да. Тогда все-таки меняют написать? Ну да. Давайте так, чтобы у Игоря Яковлевича могла мандолина быть под грифом гитары. Да, да, да. Так. А что это вы тут делаете? Песню для Аллы Яковлевны изучиваем. Песню для Аллы Яковлевны разучиваем. Еще разочек. Разучиваем. Разучиваем. Да. Еще раз. Еще разочек. С хоккеистом? Зачем с хоккеистом? Нам хоккеист не нужен. Так она не одна придет, а с хоккеистом. С хоккеистом? А нам хоккеисты не нужны. Есть. Еще один дубль. Все то же самое. Весь выложился. Мотор. Камера. Формула любви 1 отрицает. Юрий Яковлевич, я не могу столько пить. Тебе и не нужно пить. Ой, тебе и не нужно пить. Ты пой. Пой, Димаш. Да, отлично. Вот то же самое сейчас. Стоп! Отлично. Алло, это продюсерский центр Игоря Крутого? Не Игоря Яковлевича. Алло! Да. Ой, Игорь Яковлевич, здравствуйте. А вы до какого часа сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет, мы не знакомы, но я очень хочу познакомиться. Я просто без ума от вашего творчества, особенно то, что вы делаете для Николая Баскова. Так, значит, до 4 будете? Я вам еще обязательно позвоню. Я очень настойчивая. Жду. Живут же композиторы. Влекут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, так это старье. Это новая песня для Димаша. Я люблю, когда есть ты рядом, я без тебя я не могу прожить и дня.
Музыка отстой, а стихи монументальные. А, ну это же Гуцериев. Дорогие товарищи композиторы, храните свои произведения в ячейках Сбербанка. Если они, конечно же, у вас есть. Специально для Аллы самый популярный дуэт современности вывел свою формулу любви. Ой, а что это вы тут делаете, а? Песню для Аллы Яковлевны разучиваем. Хочешь послушать? Для Аллы? Конечно, хочу. А чего же не послушать-то? Тогда приходи, когда стемнеет, на сеновал. А чего же не прийти-то? Приду. Только уж и вы приходите. А то давеча Димаш позвал, а сам не пришел. Так она не одна придет, а со своим хоккеистом придет. А зачем нам хоккеист? Нам хоккеист не нужен. Mare bella donna, è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo. Donna bella mare, credere, cantare, dammi il momento che mi piaci più. Это песня об удивительной женщине, которая родилась в середине февраля. Но день рождения празднуют в середине марта. Поэтому друзья решили подарить ей календарь. Алла с итальянского переводится как «сестра Игоря». Сегодня мы все поднимаем бокалы и пьем за тебя. Потом снова наливаем и пьем за тебя вместе. Снова и на брудершафт. Потом мы целуемся и снова пьем. Игорь Яковлевич, я не могу столько пить. Тебе и не нужно пить. Ты пой. Просто пой, Димаш. Una complimento, oh Sacramento, Sacramento, Sacramento. Mare bella donna, è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo.